Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Принцип Оккама», в студии ведущий Талант Джумабаев. «Не следует множить сущности без необходимости», гласит принцип Оккама. Иначе говоря, познание мира вполне возможно простыми инструментами, и даже если количество их ограничено. Если их количество ограничено, не следует их умножать. И вот сегодня нам поможет обсудить некоторые экономические, финансовые и другие проблемы Кыргызстана гость студии, депутат Джогорку Кенеша Султанбай Абдрашитович Айджигитов. Я вас приветствую. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сущность современной экономики, политики и даже жизни многих людей – это деньги. Вот все сейчас движется деньгами. И вот для того, чтобы понять проблемы, движущие силы этих проблем, видимо, надо понять сущность денег. Да. Что такое деньги? Вы знаете, вы очень хороший вопрос задали и отметили очень правильно, что в подтверждение ваших слов я могу сказать, что последние 100 лет деньги в мировой политике стали не частью мировой политики, а сутью мировой политики. Поэтому последние 100 лет, и, вероятно, и дальше, наверное, точно так же будет идти, вся жизнь политическая в мире, собственно говоря, крутилась вокруг денег и вокруг финансовой системы, которая, в общем-то, обустраивалась, так сказать, мирохозяйственный уклад наш, так сказать, обустраивал. Поэтому деньги имеют очень большое значение, особенно в современное время, и влияют на все сферы нашей жизни, на экономику, на политику, на мораль и даже на религию. Понимаете как? Деньги, я вам скажу, что, вы знаете, деньги все считают, что это экономическая категория. Да, это так, но она больше политическая категория, чем экономическая. Потому что деньги – это прежде всего инструмент организации и управления обществом. А это уже политика. Понимаете, в чем дело? Поэтому сегодня для того, чтобы нам понять, что происходит в мире, что происходит в политической жизни мира, что происходит, как она отражается на нас, и почему мы там находимся в той или иной ситуации, почему так или иначе ведут, допустим, там на глобальном уровне, на национальном уровне. Все очень можно объяснить через деньги, причем очень точно. Поэтому я вам скажу даже, что деньги – это, честно говоря, это один из атрибутов суверенности. Вот когда каждый пытался создать свое суверенное государство и свое государство, они прежде всего стремились к суверенности эмиссии денег, потому что это один из самых главных атрибутов суверенности. Своя валюта. Да, своя валюта – это суверенность. Поэтому, когда мы приобрели свою независимость в 90-х годах, мы прежде всего ввели свою национальную валюту, и это было одним из, скажем так, заявок на весь мир, что мы суверенная страна. Поэтому нужно, очень важно понять сущность денег, и когда понимаешь сущность денег, тогда только начинаешь понимать, что происходит в экономике, вообще, что влияет на нашу жизнь и как вообще нужно развиваться. То есть вот это вот суть. Но здесь нужно сказать, что когда говорят о деньгах, обычно деньги все как-то воспринимают как естественно. Это та вещь, за которой можно все купить, да? Там их нужно заработать, а потом что-то купить. Более сведущие люди говорят о каких-то функциях денег. Это мера стоимости, средства обращения, средства накопления, и мировые деньги. То есть, вообще суть денег, она еще вы понимаете, окончательно, если вы сегодня спросите любого экономиста, что такое деньги, они вам, наверное, скажем так, окончательно такую формулировку никто не даст. Потому что понятие денег с течением времени, оно все время меняется. Представьте, сначала деньги это были какие-то товары, да, то есть это был натуральный обмен.
Потом, значит, чтобы упорядочить этот натуральный обмен, значит, вот этот вот весь обмен начали измерять каким-то единым товаром. Например, в Великой Степи это все измерялось, например, баранами. Все оценивалось в баранах, все богатства. То есть лошадь стоит столько-то баранов, там корова стоит столько-то баранов. Вот. А потом уже, потом она приобрела какие-то денежные формы. То есть это были ракушки какие-нибудь, там, железки какие-нибудь. А потом в конечном итоге, как окончательные деньги, сформировалось как бы золото, как единый товар, который измеряет, с которым можно измерить все товары, да? То есть мера стоимости как. Вот. После золота появились заменители его. Ну, скажем так, бумажные деньги появились. Вот. После бумажных денег появились сейчас уже электронные деньги. Да? После электронных денег сейчас уже говорят о цифровых деньгах. Вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот в свое время, еще в XIX веке, Карл Маркс доказал в своей работе, я не буду вдаваться в детали, он доказал, что деньги — это абстракция. И из какого материала она сделана, не имеет никакого значения. Вот это вот еще было определенно при Марксе, понимаете? И тем самым, в общем-то, Маркс даже, ну, может быть, не понимая, потому что он не знал этих технологий в то время, он уже в то время сказал, что деньги могут быть цифровыми, кем угодно. То есть это абстракция. Потом, значит, раньше, допустим, когда золото было, измеряли относительно золота, вот любая вещь имеет свою стоимость, если туда вложен труд человеческий. Понимаете как? И в этом смысле единым мерой стоимости всех товаров был труд, который туда вложен для того, чтобы его создать. Вот этот вот. И единым таким вот, единой мерой служило золото. Это был как бы единица измерения труда, вложенного, допустим, в унцию золота. И вот этим вот единицей труда измерялось все остальные, сколько трудов. Когда говорили, что допустим, там унция золота стоит, допустим, тонну пшеницы, допустим, да, это говорит о том, что столько же труда вложено на добычу унции золота, столько же человеческого труда вложено в выращивание вот этой вот тонны пшеницы. Когда уже появились бумажные деньги, ведь они же ничего не стоили. Да. То есть, когда, допустим, стоимость золота можно было определить трудом, столько вложено, то когда появились бумажные деньги, вот, получилась абстракция, понимаете? Потому что стоимость вот этих денег, она вот производство бумаги, краски, вот это вот только. Да. И она стала настолько дешевой, что ее можно было пренебречь. Да. И поэтому вот это вот, когда замена золота произошла в бумагу, она начала превращаться в абстракцию. А когда появились электронные деньги, или, допустим, даже безналичные деньги, когда, допустим, просто там пишут цифрами, она превратилась там в цифру. Потом уже, когда в электронном виде, а сегодня уже вообще говорят уже о цифровых деньгах, и она превратилась полностью в абстракцию. И поэтому на сегодняшний день как бы, и поэтому вот четкого определения, что такое деньги, по сегодняшний день нету, да, понимаете? Вот. И вот, а с другой стороны, если вот что касается вот абстракции денег, теперь нужно сказать, как она влияет на нашу жизнь. Вот, например, вот когда появились деньги, деньги вообще-то являются продуктом разделения труда и обмена продуктами труда. То есть она напрямую связана с разделением труда и обменом, то есть с производством. То есть любая денежная система – это фактически отражение развитости экономики конкретного общества. Вот. И сегодня, например, когда говорят, что вот наши банки говорят, что они очень развиты, это, ну, как бы лукавство, да, потому что какая наша экономика, такое же денежная наша система. Уровень экономики – это зеркальное, вернее, банковская система – это зеркальное отражение уровня экономики. Это вот то, что касается вот этой вот экономической части. Теперь, как они влияют на нас, ну, как на мораль нашу? Потому что на мораль они на нас влияют через проценты, которые придумали.
Есть процентные деньги, когда его за проценты дают. Есть беспроцентные деньги. Есть с отрицательным процентом деньги. Да? И вот у каждой системы, если, допустим, с процентной ставкой деньги, то это одна мораль. Если беспроцентные деньги, это другая мораль. А если еще с минусом процент, это совсем третья мораль. Понимаете как? То есть вот с процентами деньги, это, собственно говоря, эксплуатация человека человеком. Соответственно, мораль такая. А когда беспроцентные, это взаимодействие и сотрудничество. Когда вы просто занимаете деньги, а потом через некоторое время эти же деньги без процентов возвращают. А когда вы даете деньги с минусом процентов, это вы уже занимаетесь благотворительностью. Да. То есть вы даете 1000 сомов, а назад берете 900 сомов. Это благотворительность. Поэтому отсюда мораль. Потом, в чем, как политический инструмент, как управление обществом. Вот смотрите, вот разные функции денег, например, мера стоимости, он просто помогает соизмерять несоизмеримые товары между собой по стоимости, да? А вот когда как средство обмена, он способствует обмену продуктов. А вот когда идет уже как средство накопления, он превращается в инструмент власти. Понимаете? То есть, если вы какое-то количество денег у себя где-то спрячете и не будете пускать в оборот, тем самым вы нарушаете процесс обмена и разделения труда. Тем самым производство останавливается. Если вы деньги эти начинаете вкладывать, это все оживает. Если вы начинаете оттуда изымать, все начинает сбиваться с толку. Ритм экономической жизни нарушается. Поэтому вот это становится уже инструментом власти. Поэтому сейчас у кого есть деньги, если они захотят создать какую-то политическую ситуацию, ухудшат, они его просто изымают. Тогда в обществе происходят кризисы, нехватка денег, и, соответственно, складывается соответствующая политическая ситуация, которую можно использовать в нужных целях. А потом эту всю ситуацию можно исправить, просто вложив эти деньги. И тогда все это выживает, оживает, приходит в свое нормальное состояние. И вот таким образом появляется вот как инструмент власти. Поэтому здесь это очень важно. Понятно. Вот особенности, если они есть, денежной системы Кыргызстана. У нас тоже деньги инструмент власти, как и везде. Да. Да? Да. То есть деньги в Кыргызстане вот в этом смысле ничем не отличаются от других стран, потому что система одна и та же, капитализм, деньги решают все и так далее. Кризис, мировой кризис, который отражается, в первую очередь говорят, финансовый. А вот Кыргызстан в условиях кризиса, как быть? Каким образом реагировать? Требуется ли какая-то денежная реформа, я не знаю, финансовая реформа, какие-то экономические преобразования? Или мы будем плыть по течению и зависеть от того, как решат, как будут искать выходы другие крупные финансовые игроки? Вот в чем особенность нашей финансовой системы? Она, собственно, особенности особо нету, потому что за 100 лет сложившаяся вот эта вот финансовая система глобальная, мы являемся частью этой системы. Особенно, при Советском Союзе это была альтернативная этой глобальной системе, но когда Советский Союз исчез, и мы встали на рельсы рыночной экономики, мы перешли вот в этот вот нынешнюю финансовую систему, которая была построена, в общем-то, западной, скажем так, да. Здесь никаких в этом смысле особенностей нету. Особенность только заключается в том, что в отличие, например, от тех стран, которые имитируют резервные валюты, они абсолютно суверенные. Они имитируют деньги под свои собственные интересы, то есть с учетом интересов своих собственных экономик. В зависимости от того, как диктуют условия экономики, условия развития, то, к сожалению, наша эмиссия денег, она не суверенная. То есть вот мы печатаем деньги не под наши интересы, в зависимости от ситуации,
а в зависимости от того, сколько у нас долларов. Понимаете как? То есть мы печатаем деньги под доллары. То есть мы свою национальную валюту обеспечиваем не собственными товарами, там, ресурсами и все прочее остальное, а мы его обеспечиваем, скажем так, долларами. А доллары — это обязательства Соединенных Штатов Америки. Вот, они печатаются под интересы американской экономики. Вот. А поскольку мы под нее подстраиваемся, значит, под обязательства американского правительства, соответственно, значит, под нее, если мы печатаем свои деньги, соответственно, мы национальную валюту тоже печатаем под интересы именно американской экономики. Ну, скажем так, да, той экономики, которой мы взяли, ту валюту, которую мы взяли как резервную. Вот я вам скажу вот таким примером. Допустим, вот смотрите, вот для того, чтобы напечатать нам сомы, нам нужны доллары. Да? Доллары как можно приобрести? Нужно что-то продать за доллары. И тогда вы получите доллары, продавая свои какие-то товары. Либо занять эти доллары у кого-то, понимаете? Теперь, когда вы продаете что-то, хотите продать за доллары, то вы продаете не то, что вам хочется продать, а вы продаете то, что надо владельцу долларов. Да. Вот. А владелец доллара покупает только то, что ему надо, то есть то, что выгодно его экономике. Поэтому он соответствующим образом говорит: вот тебе доллар, ты мне производишь такие-то, такие-то вещи. И поэтому он нашу экономическую систему подстраивает под свои интересы. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот этим вот управляет нашей вот, конечно, на сегодняшний день, эту систему, конечно, называют неоколониальной, она так оно и есть, неоколониальной системой, потому что нами управляют не напрямую прям, а через деньги. Да, вот такую зависимость нас поставили, управляет нас через деньги. А с другой стороны, если мы хотим напечатать деньги, мы должны занять. Понимаете? Это тоже не очень хорошо, потому что мы влезаем в долги, которыми, в общем-то, и поэтому, например, все вот эти вот долги наши образуются именно из-за этого, из-за особенностей вот этой вот финансовой системы, которая у нас есть. Все долги у нас появляются именно поэтому, потому что мы постоянно нуждаемся в том, чтобы печатать деньги, а для этого нам нужны доллары, и мы таким образом либо, значит, подстраиваемся под их экономику и работаем в их интересах экономики их, либо же просто залезаем в долги. Вот таким образом мы, значит, свою структуру нашей экономики строим таким образом, что она служит не в интересах, национальных интересах нашего государства, а в интересах чьей-то экономики, которая нам дает доллары, понимаете, в чем дело, или другую резервную валюту. Вот приблизительно, поэтому это очень важно. Так получается какой-то замкнутый круг. Мы, ну, не только мы, все другие страны, ну, в данном случае говорим о Кыргызстане, выхода нет, получается? Нет, выход есть, просто нужно, понимаете, как чуть-чуть поменять правила игры. Здесь вот выход есть. Дело в том, что если мы, допустим, инициатива должна исходить от нас, то есть мы должны уметь четко определить свои национальные интересы. Понимаете, в чем дело? И под эти национальные интересы уметь еще отстаивать. Вот. И самое главное, должно быть наше собственное видение развития, то есть какая-то план, программа развития должна быть. И вот под эту программу развития нам нужно уже выстраивать свою инвестиционную и денежную политику. Вот. А сегодня мы просто течем по инерции. То есть мы с самого начала взяли вот такой вот курс либеральный, что мы же отказались от плановой экономики. Вот. И мы говорим, что все решает рынок. То есть рынок — это самый лучший, значит, менеджер. Он, значит, все определяет. Если все оставить, значит, рынку, он сам все разрулит и приведет к развитию. Да? Рыночные механизмы приведут к развитию. Вот под этой вот догмой мы живем уже 30 лет. И это наша официальная экономическая политика, честно говоря, которую мы ведем. Но мы за 30 лет видим, что мы с такой парадигмой развития
Наша экономика только становится хуже и хуже, и с каждым годом все хуже и хуже. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь в чем причина? Дело в том, что это вот доказал и, ну, вот, допустим, такой вот, скажем так, экономист, как Джон Мейнард Кейнс. Вот. В его никак нельзя как бы заподозрить в коммунистической склонности. Да. Тем не менее, он говорит, что рынок не все решает. Рынок, он хорош как инструмент на текущий момент. Это инструмент, который как бы очень эффективно перераспределяет ресурсы. То есть из застаивающей части экономики он перебрасывает деньги в развивающуюся часть. То есть если какая-то часть экономики, допустим, промышленность развивалась, а потом достигла какой-то предела и дальше уже не растет, то капитал не застаивается, а тут, допустим, начало развиваться сельское хозяйство, так она эффективно начинает перебрасывать деньги в сельское хозяйство. То есть он эффективный инструмент перераспределения, гармоничного перераспределения на текущий момент или на ближайшую перспективу, не превышающий 1 год. А вот долгосрочный рост экономики страны, он, извините, требует вмешательства государства. Вот здесь вот, а здесь уже план и так далее. Понимаете, дело в том, что хоть нас вот, допустим, либеральная догма говорит о том, что мы должны отказываться, значит, от государства, что государство должно заниматься только своими функциями обеспечения безопасности и решением социальных вопросов, вот, а все остальное нужно оставить бизнесу и рынку. Да, вот. Но, к сожалению, это не так. Все вот опыт преуспевающих стран, такие как Китай, Япония, Германия, допустим, такие как даже Соединенные Штаты, там все идет по плану. Все идет по плану. Корпорации все работают по плану. Да, все корпорации работают по плану. Вообще современные вот эти вот, скажем так, интернациональные корпорации, которые работают на весь мир, транснациональные корпорации, там, понимаете, как перед их планированием, наше советское планирование, это просто цветочки, понимаете? Там настолько жесткое административное планирование и административное управление вот этим вот компанией, что шаг влево, шаг вправо, там сразу расстрел, понимаете? Поэтому они это прекрасно понимают, поэтому вот они всегда сочетают, ну, то есть они работают на основе плана. План, стратегический план развития, это прежде всего, когда государство дает направление, в каком направлении должен бизнес развиваться и куда должны вкладываться деньги. И, соответственно, государство создает соответствующие всякие условия, политические, экономические, финансовые, там, правовые и другие условия, когда весь бизнес, весь капитал просто вынужден туда вкладывать деньги. Понимаете? И в этом смысле. А мы вот этот вот рычаг потеряли, план выкинули, поэтому все пошло на самотек. И поэтому наша экономика, когда посмотришь его, график его развития, он как американские горки. И причем не вот так вот там через 5 лет, а вот каждый год разный, понимаете? Ну, конъюнктура вот рынка меняется. Да, все время меняется. И у нас постоянно вот этой вот устойчивости нету стабильности в экономике. Отсюда вот это вот все наши беды, понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы, вот если мы возьмем ВВП Кыргызской ССР на момент разрушения Советского Союза, она составляла около, ну, чуть больше 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов. И тогда курс был где-то 80 тиынов, ну, копеек за $1. Вот. То мы сейчас, ВВП вроде составляет почти 8 миллиардов, ну, не 8, 70 там, с копейками миллиардов долларов, но если учесть за 30 лет девальвацию доллара, то мы увидим, если с учетом, то мы увидим, что мы даже вот этот вот ВВП 90-го года на момент разрушения мы еще не достигли. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому нам нужно сейчас реформирование делать. Вот сейчас, вот, например, весь мир, такие вот такие успешно развивающиеся страны, как Япония, Южная Корея, сейчас вот яркий пример Китай, Индия, они сейчас идут совершенно по другому пути развития.
У них сейчас так называемый интегрированный путь развития, когда идет сочетание, значит, планирования и рыночного предпринимательства. Вот. Стратегическим планированием занимается государство. Он дает на 10, 15, 20 лет, показывает перспективу роста, стратегическое планирование, создает под нее соответствующие все необходимые политические, экономические, финансовые и все прочие остальные условия. Вот. И, значит, и бизнес уже, знаете, соответственно, денежная кредитная политика тоже под это дело построена. И под этот стратегический план уже, допустим, государство, бизнес, наука начинают уже составлять какие-то, ну, так называемые инвестиционные соглашения. У каждого очень четко, значит, определены цели. Государство, значит, составляет стратегические планы, вот, берет на себя обязательство создать все необходимые благоприятные условия для того, чтобы этот стратегический план осуществлялся. Вот, соответствующими денежными ресурсами, всякими ресурсами обеспечивает. Вот. Бизнес, в свою очередь, значит, берет на себя обязательство построить высокотехнологическое производство, поставить и выпускать высококачественную продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. Ну, соответственно, наука, значит, его сопровождает. Вот. На основе вот этих вот соглашений создаются индикативные планы. Допустим, если это стратегически на 20 лет, то 5-летные индикативные планы, а эти уже индикативные планы уже разбивать на года, на кварталы и так далее. То есть во всех странах сейчас идет такое вот плановое, скажем так, внятное, понятное, перспективное развитие. И, соответственно, под нее, значит, начинается уже инвестиционная политика. Потом, значит, всегда, когда строятся вот эти вот планы стратегические, индикативные планы, стоит вопрос источник финансирования. Понимаете, в чем дело? Вот здесь вот очень важно понять суть денег. На сегодняшний день деньги – это абстракция, да? Это политический инструмент, это продукт государственного политического правовой продукт, который создает само государство. То есть сейчас вот любое суверенное государство, потому оно суверенное, оно к этому стремится, что оно самому печатает деньги для развития собственного государства. То есть на сегодняшний день наши деньги ничем не обеспечены. То есть они, раньше, если были золотом обеспечены, то они сегодня так называемые необеспеченные деньги. Вот. И они обеспечиваются, эти деньги обеспечиваются собственными товарами, собственными ресурсами. Должно быть так, да? И поэтому здесь вот наши деньги, вот когда стратегические планы строятся, мы можем напечатать денег столько, сколько необходимо в интересах, в соответствии с этими планами. Другое дело, что эти деньги нужно жестко привязать к национальным производственным ресурсам и к нашим товарам, которые производят. Понимаете как? Не только производственным, но и нашим национальным, именно природным, вообще всем ресурсам, трудовым и так далее и тому подобное. Поэтому вот здесь вот очень важно понять это, потому что на сегодняшний день, понимаете, как у нас, например, в Кыргызстане до сих пор деньги понимают как в 16 или 17 веке, как золото, золотые монеты, которые где-то нужно копать, добывать, потом из него лить эти самые, а потом, значит, пускать его в оборот. Нет, сегодня такого нету. Сегодня просто можно напечатать эти деньги. Но только нужно уметь эти деньги правильно запустить в оборот, для того, чтобы они всегда были обеспечены отечественными товарами. Самый главный здесь вопрос в том, чтобы у нас всегда было собственное производство товаров. Именно собственное. А вот мы почему не можем быть, сами не можем до сих пор напечатать деньги, только потому, что сегодня у нас структура экономики такая. Мы ничего практически не производим. Видите как? У нас, например, даже если взять потребительский рынок, он соответствует нашему структуре нашей экономики. Вот. Мы ничего не производим, зато мы все перепродаем, продаем или перепродаем. Вот. Поэтому у нас на нашем потребительском рынке тоже структура такая. Где-то как, ну, вот, в частности, если потребительский взять, не менее чем 80% это импорт. Да. Это импорт. И только 20% это отечественное производство. И то, если взять... В лучшем случае. И то, что мы называем отечественными товарами,
если взять его себестоимость, то в ее себестоимости как минимум 50% импортные составляющие. Да. Ну, например, если взять картошку, то в картошке в его себестоимости кто? Удобрения, они импортные. Техника, они импортные. Семена, они импортные. Ну и так далее. Понимаете, Да. как? Поэтому так. И поэтому чистого продукта у нас остается только 10%. И в связи с этим, поэтому наша экономика, наш СОМ фактически обслуживает только вот эти 10% нашего продукта. А все остальное 90% обслуживает доллары. Понимаете как? Поэтому мы постоянно нуждаемся в долларах. Если мы хотим, чтобы вся наша экономика обслуживалась именно нашими деньгами, и мы могли напечатать столько, сколько необходимо, надо сделать, чтобы ну, хотя бы 80% это было отечественное производство, понимаете, отечественные товары и услуги. И тогда у нас, а сегодня у нас, к сожалению, вот так, понимаете как. И поэтому мы очень сильно зависимы от доллара.